Неважно, нашли ли вы этот канал только сегодня или уже посмотрели все 5 предыдущих выпусков, многие из вас, вероятно, оказались в одной и той же точке. Вы уже узнаете имена великих художников, вы можете отличить некоторые художественные стили друг от друга. Возможно, вы даже помните отдельные шедевры, но все равно чего-то не хватает. Одного важнейшего элемента, той самой структуры, которая связывает все воедино. Своеобразной карты, которая поможет вам понимать практически любое произведение западного искусства, с которым вы столкнетесь в будущем. Хорошая новость заключается в том, что сегодня мы эту структуру построим. В университетах на достижение такого уровня понимания обычно уходят годы обучения, горы учебников и бесконечное количество сложных научных терминов. Мы обойдемся без всего этого. За следующие 15 минут вы получите универсальный ключ к пониманию истории западного искусства. Итак, начнем. Итак, вся западная художественная традиция берет начало в Древней Греции, примерно с 8 по 5 век до нашей эры. Именно греки, жившие на берегах Эгейского моря, первыми начали изучать анатомию и наблюдать за живой природой, стремясь к точному воспроизведению изображения. С этого момента мировое искусство разделилось на два совершенно разных пути. Первый – продолжение традиций каменного века. Это путь обобщения, линеарности и символизма. Второй путь – это натурализм и реалистичные формы, заложенные в эпоху Древней Греции, где в центре внимания оказались объем и анатомия человеческого тела. С тех пор пути восточного и западного искусства окончательно разошлись. Каждая из них развивалась в своей уникальной эстетике вплоть до XX века, формируя разные способы видеть реальность. Мы начнем с истоков. Чтобы понять, как возник этот уникальный западный взгляд на мир искусства, нам нужно перенестись в эпоху Древней Греции. До 800 года до нашей эры древнегреческое искусство мало чем отличалось от искусства других регионов. Оно было весьма в стиле Пикассо, то есть очень абстрактным. Затем греки начали активно перенимать опыт у своих соседей и египтян. После нескольких веков учебы и поиска своих решений к 500 году до нашей эры произошел перелом. В то время как древнеегипетское искусство оставалось в рамках жесткой идеологии, демократичные греки пошли своим путем. Они создали систему правил для точного воспроизведения натуры и в первую очередь человеческого тела. Если описывать древнегреческое искусство одной фразой, оно берет начало в реальности, но всегда стоит выше нее. Это поиск идеала. В реальности вы вряд ли встретите человека с настолько безупречными пропорциями. Во II веке до нашей эры Рим аннексировал Грецию, унаследовал ее достижения и развил их еще больше. В истории Древнюю Грецию и Древний Рим объединяют понятием античность, поэтому данный стиль называют классическим искусством. Этот период господства реализма завершился вместе с переменами в самой империи. На смену античной гармонии пришла совершенно иная эстетика – суровое и символичное средневековье. В IV веке нашей эры Римская империя раскололась на восточную и западную. В V веке германские племена привели к падению Западной Римской империи, и Западная Европа погрузилась в затяжное средневековье. Германская цивилизация сильно уступала римской, поэтому с падением империи мастерство античных художников было быстро забыто. Европейское искусство стало гораздо проще и примитивнее. Вот как рисовали древние римляне, а вот как стали рисовать германцы. Разница в подходе видна сразу. Однако после принятия католичества германцы постепенно выработали собственные стили – романское искусство и готику. Эти стили ярче всего проявились в архитектуре соборов. Постройки XI-XII веков с мощным римским духом – это романский стиль.
А здания XII-XIV веков, которые напоминают каменный лес с острыми шпилями, это готика. Кроме того, в средние века большой рывок совершило декоративно-прикладное искусство. В то же время Восточная Римская империя продолжала существовать. Постепенно она трансформировалась в Византию, и там сформировался уникальный стиль на стыке Востока и Запада. В нем сочетаются западное наследие и восточные традиции, реализм и схематичность. Главными направлениями стали иконопись и мозаика. Поскольку империю называли византийской, этот стиль получил название «византийское искусство». К сожалению, Византия, просуществовав более 1000 лет, пала под ударами турок. Массовое бегство византийских ученых в Западную Европу спровоцировало волну интереса к античности и археологии. Из земли начали извлекать артефакты Древней Греции и Рима. Европейцы ахнули, уровень античного искусства был запредельным. Было решено, нужно учиться у предков, чтобы вернуть былое величие. Так началось Возрождение. За XIV-XVI века европейские художники не только догнали уровень античности, но и превзошли его. Художники освоили законы перспективы и анатомии. Мастера научились не только оживлять натуру, но и создавать на плоскости грандиозное трехмерное пространство. Живописная техника достигла своего пика. Знаменитые титаны Возрождения да Винчи, Микеланджело и Рафаэль стали воплощением этой эпохи. Время шло, и к XVII веку люди начали уставать от гармонии, симметрии и строгости классических форм. Наступило эстетическое пресыщение. Некоторые художники стали нарушать каноны классицизма и создавать полные динамики, помпезности и роскоши произведения. Так родилось барокко. Позже, в XVIII веке, величественное барокко под влиянием французского двора сменило курс. Оно ушло в сторону вычурности, завитков, слащавости, культа удовольствий и даже эротизма. Так сформировался стиль рококо. Рококо олицетворяло вкусы французской аристократии. Но в конце XVIII века прогремела Великая Французская революция. Монархия пала, и стиль рококо стал вражеским. Художники вновь подняли знамя классицизма. Почему? Потому что его баланс, симметрия и строгое величие были полной противоположностью легкомысленному рококо. Так на свет появился неоклассицизм. Напомню, что неоклассицизм был очередной попыткой вернуться к идеалам Древней Греции и Рима с их строгим порядком, спокойствием и тягой к совершенству. Но раз были те, кто следовал академическим канонам, неизбежно должны были появиться и те, кто жаждал вырваться из этих оков. В середине XIX века группа дерзких британских художников заявила: живописная традиция со времен Рафаэля превратилась в бездушное копирование. Мы против академизма и хотим вернуться к стилю раннего Возрождения, тому, что был до Рафаэля. Так появилось братство прерафаэлитов. Они выступали против строгих правил, но не против самой традиции. Однако во второй половине XIX века группа независимых парижских художников, чьи работы отвергла Академия, пошла еще дальше и буквально перевернула все представление о живописи. Они решили: нам не нужны основы, нам не нужно учить академический рисунок, нам нечего делать в академии. Все, что видит наш глаз, это лишь свет разных цветов, отражение от предметов. Поэтому нам достаточно лишь уловить каждый оттенок природы и перенести его на холст в первозданном виде. Так мы добьемся истинной естественности. Так на свет появился импрессионизм. В то же время на дворе уже стоял XIX век и была изобретена фотокамера. Многие живописцы задумались: если есть фотоаппарат, зачем мне пытаться копировать натуру? Зачем рисовать вещи такими, какие они есть в реальности? Они начали использовать символы и метафоры, чтобы изображать духовные миры и запредельную реальность. Это стало символизмом.
Но другая группа художников задалась вопросом: а разве то, что снимает камера, это истина? Разве то, что видит глаз, это реальность? Это ведь просто оптический обман. И они начали изображать мир, опираясь на свое внутреннее воображение. Так родился постимпрессионизм. Именно постимпрессионизм стал переломной точкой, когда живопись совершила переход от объективного к субъективному. С этого момента главной задачей Творца стало не воспроизведение природы, а выражение своего «я». Наконец наступил Великий XX век. Благодаря прогрессу мир стал единым целым. Западные мастера открыли для себя восточную философию и признали, это совершенно иной, глубокий взгляд на форму. А художники Востока познакомились с западной школой и решили, техника реализма – это мощный инструмент, который нам необходим. С этого момента искусство окончательно отпустило себя. Часть западных мастеров, устав от груза многовековых традиций, ушла в чистую абстракцию, упрощение и знаковость. Появилось множество направлений – кубизм, минимализм, абстракционизм, фавизм. От этого многообразия голова идет кругом. А сегодня, в 21 веке, когда технологии стерли последние границы, искусство стало по-настоящему свободным. Теперь любой человек может творить, опираясь исключительно на свои идеи и личное видение мира. Весь этот долгий путь от античных канонов до полной свободы самовыражения и есть живая логика западного искусства. Теперь, глядя на любую картину или скульптуру, вы сможете понять, на каком этапе этого пути находился автор и против каких правил он восставал. Надеюсь, эта система координат поможет вам по-новому взглянуть на мировые шедевры. На сегодня все. Переходите на наш сайт voguepassage.com. Там вас ждут бесплатные уроки искусства, фоновая музыка и возможность скачать мировые шедевры в высоком качестве для декора интерьера. Также вы можете забронировать наш бутик-отель, отправиться в арт-путешествие или заказать сессию в студии, чтобы творить вместе. И подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки в описании. Жду вас там.